Здравствуйте, с вами я, Лана Ильина. И сегодня у нас состоится разговор с Андреем Высоких, председателем Якутского городского отделения Всероссийского общества охраны памятников культуры. История города Якутска, которому вот через 8 лет уже будет 400 лет. В общем-то, по инициативе ВАПИКа в свое время начали археологические раскопки городские, официальные. То есть первое это было у нас здесь на Цирюльне, мы Чернышевского 10 археологи поработали, потому что там что-то нашли, сделали заключение и все, дальше пошли строить. Потом это был сквер учителя, где опять же мы провели первую археологию здесь, потом было напротив Ултумена археологические раскопы позапрошлом году на месте будущего строительства. Тоже очень интересно. Сейчас большой раскоп делается на месте городской бани, там, где будет строиться гостиница «Космос». И вот опять же приезжие наши люди, которые вчера увидели этот раскоп, говорят, как бы вот оставить вообще вот эти все фундаменты. Их удивляют эти наши бревна, которые выпирают через асфальт, такие вот. Говорит, это же уникальность, это нигде в мире такого нет. Ну, а нам это надо все быстренько убрать, асфальтировать, красивенько сделать. То есть есть какие-то фишки, которые, да, действительно такое есть у города Якутска, которые надо сохранять. Как раз хотели привлечь внимание прессы, внимание горожан к тому, что в принципе проведена очень большая работа на этом объекте. То есть это будущее строительство гостиницы «Космос». И по законодательству Российской Федерации на всех исторических территориях, прежде чем что-то строить, нужно проводить археологические раскопки. Был заключен договор археологического центра с заказчиком. Это самые большие на территории города Якутска раскопки в пределах именно исторической части города Якутска. В этом году площадь скрышных работ составила 811 квадратных метров. В центре города Якутска оказывается очень много объектов строительства сохраняются. Конечно, это фундаменты, основания, нижние какие-то горизонты, но тем не менее мы должны в процессе раскопок их зафиксировать, зарисовать, сделать обмерные чертежи, ну и так далее. Вот та информация, которую мы на сегодняшний день владеем и которую мы вот сейчас, как может быть я произнесу, она носит тоже предварительный характер. Здесь, на этой площади, было вскрыто несколько строительных конструкций, остатки амбара, остатки старого жилого дома, который впоследствии использовался в качестве хатона. И вот не случайно говорят, что археологи – это детективы прошлого, потому что вот история с хатоном была тоже очень интересным. Он весь был забит, полностью был забит навозом, вот нижний слой, наверное, где-то с полметра точно был. И когда мы вот дошли до дна, расчистили дно этого сооружения, то там обнаружились такие прогары на полу. И в 3 местах были обнаружены фрагменты восковых свечей. Был здесь обнаружены остатки жилого дома, по нашему предположению, конца 19-го, начала 20 века. В процессе углубления под домом, грунта под домом, мы обнаружили еще и вот такую уникальную конструкцию. Это ледник очень большой площади, где-то 100 квадратов, наверное. В процессе раскопок собран уникальный, можно говорить, уникальный материал. Он, конечно, предметы, может быть, единичные, но тем не менее уникальность их заключается в том, что они обнаружены здесь впервые. То есть раскопки на территории города мы ведем не первый год, а вот какие-то вещи, какие-то предметы, они впервые здесь встречены. Ну, например, впервые у нас появились в материалах находок бутылочные клейма, стеклянные клейма, которые тоже являются хорошим датирующим материалом, потому что на некоторых из них прямо указывается год выпуска винных бутылок. Обнаружена, например, женская перчатка из шелковых нитей с ажурным таким обрамлением. Да. Собрана очень хорошая коллекция курительных трубок из разных материалов, из дерева, из металла, из глины. Собрана прекрасная коллекция нумизматического материала,
Самая ранняя монета датирована 1745 годом. Более 200 монет мы здесь собрали, разновременных. Монеты 18, 19 и первой половины 20 века. Здесь обнаружен также, вот мы сегодня можем говорить, комплекс материалов, связан с деятельностью косторезной мастерской. Вероятно, здесь проживал мастер, и, видимо, были у него ученики, подмастерья, которые учились косторезному ремеслу, и поэтому весь цикл практически вот этого косторезного производства на материалах раскопок, он прослеживается на сегодняшний день. Это заготовки, обрезки бивня мамонта, готовые гребни, гребни частично изготовленные, то есть не доведенные до конца, с половинкой, скажем так, нарезных зубьев. И есть материалы, есть фрагменты этой пластинки бивня мамонта, которые, вероятно, делал ученик. И еще интересно то, что мы нашли 3 таких предмета, которые можно как-то персонализировать впоследствии. Это перстень с инициалами Т и Б, женский перстень, со щитком такой, да. Вот, может быть, так появится такая возможность где-то в архивных материалах найти владелицу этого перстня. Потом, значит, обнаружена была у нас печать, тоже именная, с инициалами, изготовленная из сланца. И еще клеймо, ну, непонятно для чего, возможно, для клеймения кирпичей, тоже с инициалами. Но это вот уже предстоит дальше поработать в архивах, чтобы выйти на конкретные персоналии, и даст Бог нам повезет. Есть, конечно, письменные источники по истории города, их много, мы это знаем, но скажите, пожалуйста, кто и когда написал, какую конкретно посуду использовали жители города, да, какими предметами быта они пользовались, какие, я не знаю, украшения там они носили, да, что входило, в конце концов, в рацион, что составляло основу рациона питания этих жителей того времени. Этого же нигде нет в письменных источниках, поэтому это только, может, археологические исследования могут дать такую информацию. Вот как строители, да, то есть вы знаете, что проблема, например, водоотведения в городе большая, да? То есть обнаружена из карбазных старых досок ливневая канализация. Но, то есть люди, да, более 100 лет назад при строительстве своих домов, вообще, так сказать, территории, тоже об этом думали и делали. Обнаружено 2 фрагмента, 2 ливневые канализации, причем, вероятно, одна более ранняя, другая более поздняя. Опять же, это сделано впервые, и поэтому, когда мы обнаружили этот канал, ну, понимания в первый момент, конечно, не было, что это такое, потому что он был сверху закрыт карбасными досками. Когда мы его вскрыли, мы думали, что это просто покрытие полы, а там открылся канал, полый канал. Причем стенки, значит, закреплены распорками, чтобы они не заваливались вовнутрь. Все очень продумано на самом деле. Вот поэтому, когда мы нашли вторую ливневку, мы уже понимали, что это такое, потому что мы уже разобрались с первой ливневкой. Уже было проще. По нашим предположениям, предварительным предположениям, этот дом принадлежал купцу Михаилу Гавриловичу Васильеву. Когда вот смотришь, когда уже все раскопано, кажется, ну все понятно же, все очевидно, так оно и было. А когда мы начинаем копать, это вот представьте себе, это вот просто пласт земли, и что там в нем вылезает, это непонятно, что это так. Но когда стали работать дальше, еще углубляться, выяснилось, что у этих входов нет на самом деле, ну, то есть они заканчиваются полом, то есть они запечатаны, спускаться некуда. И когда еще глубже пошли, выяснилось, вот мы вышли на крышу этого ледника, и тогда все стало понятно. Вот эти 2 конструкции срубные, это подполье, это холодильники, выражаясь современным языком, а под ними находится морозильная камера. Смотрите, это был стены дома, вот она, вот угол дома, вот они стулья, или как теперь их называют, сваи, вот они пошли. Вот там угол дома, и пошла стена туда. Это вход в ледник. То есть это снаружи был такой вход, вот, видно пологи вот до бревна, то есть прямо лошадиная повозка на санях, можно было
въехать, ввести груз прямо внутрь этого громадного ледника. То есть это примерно у нас 10 метров шириной и где-то 15 метров длиной. Конец дома был. И это все ледник? Это все ледник. Вот посмотри, ты на чем стоишь. Ты стоишь на потолке. И сделано это, видите как? Вот одно бревно идет с пазами с такими, второе ложится на него. Вот это все было забито мхом, проштукатурено или как проконопачено прямо. Вот это, смотрите, поперечные балки. Вот раз, два, три, четыре. А за ними, если вниз посмотреть, то там идет мощный сруб, опять же. То есть был выкопан большой котлован, сделан сруб, положены поперечные балки, потом закрыто все потолком. Потом все это было, видите, насыпан песок сухой. И только после этого уже на это все начал строиться дом. Это вот примерно на этом уровне был чистый пол. То есть, ну вот, поперечные балки, вот тут был чистый пол. И с этого пола была крышка, куда вот 6 ступеней вниз, и это был так называемый холодильник. То есть здесь была температура, ну, плюс 6, как в сегодняшнем холодильнике, где мы храним молоко, масло там. И она, смотрите, обработана так, вот, видно, да, что звездка все. То есть грибок это все не брал. Вот, видишь, там еще поперечные стоят стулья, столбы. Это вот он, дом. То есть мы, значит, круговой. Вот так угол дома пошел, тут угол дома. Пошел вот так вот. Такая вот мощная конструкция. Смотри, как бревно сохранилось. Ну вот, как выяснилось, теперь вот это подвал. То есть мы стоим на крыше подвала, который еще 2 метра вниз. Что там внутри? Вскрытие покажет. Денис, что это такое, можешь сказать? Лестница. Да, лестница такая. Если ты делаешь лестницу в сегодняшнем варианте, то тебе нужно 2 доски, между ними как-то надо соединять, либо сверлить, либо на гвозди сажать. А тут в каждом балагане была, то есть, скажем, где жили якуты, была какая печка, камелек. На ночь этот камелек надо было закрывать, поскольку вьюшек не было, надо залезть на крышу и закрыть ее. Вот, видишь, ты что в валенках, что босиком, ты элементарно мог по ней подняться. Я говорю, за время работы мы увидели вот столько, знаете, интересностей и вкусностей, как я говорю, вот именно в плане каких-то приемов архитектурных, приемов обработки дерева. Понимаете, все это впервые. Вот кто раньше мог предположить, что вот эти ливневые канализации, что они существовали?